Здравствуйте, меня зовут Бая Патричи, я ученица 6 А класса, школа номер 18 города Якутска. Тема моего проекта – преимущественная роль применения таблицы Оконешникова. В школе учат умножать столбиком. С таблицей умножения познакомились во 2 классе, но умножение не стоит на месте, о чем доказывает новый способ умножения, который разработал Василий Иванович Оконешников. Цель исследования – провести сравнительно-сопоставительный анализ между таблицей Пифагора и таблицей умножения Оконешникова на основе собственных решений для выявления наиболее эффективного и быстрого метода умножения многозначных чисел. Задача исследования – познакомиться с историей создания таблицы Оконешникова, составить алгоритм умножения многозначных чисел на многозначное число с помощью таблицы Оконешникова, сделать сравнительно-сопоставительный анализ на основе решения по 5 одинаковых выражений, используя таблицу Оконешникова и таблицу Пифагора, выявить на основе сравнительно-сопоставительного анализа собственное решение наиболее альтернативный вариант эффективного и быстрого метода умножения многозначных чисел. Рассмотрим таблицу Оконешникова. Таблица разделена на 9 блоков. Расположены они по принципу кнопок калькулятора. Слева в нижнем углу 1, справа в верхнем 9. Каждая часть таблицы разделена от умножения от чисел от 1 до 9. Опять же в левом нижнем углу 1, рядом правее на 2 и так далее. По той же кнопочной системе. К сожалению, мы не нашли точный алгоритм умножения многозначных чисел на многозначное число с помощью таблицы Оконешникова, поэтому решили составить алгоритм умножения чисел. Пример 1. Вычислим 9467 умноженное на 482. Шаг 1. Сначала обратим внимание к квадрату соответствующих чисел 4, 8 и 2. Шаг 2. Сначала умножим на 4 числа 9, 4, 6 и 7. Далее мы их сложим. Левую цифру мы оставляем без изменений. Далее мы складываем их попарно. И последнюю цифру оставляем также без изменений. Далее мы рассмотрим квадрат, соответствующий числу 8. Цифры 9, 4, 6 и 7. И также их умножаем. Аналогично левую цифру мы оставляем без изменений. Далее складываем попарно. Последнюю цифру оставляем также без изменений. Далее мы рассмотрим квадрат, соответствующий числу 2 на цифры 9, 4, 6 и 7. Далее мы аналогично их складываем. К результату первого числа мы добавляем 2 нуля, к результату первого числа мы добавляем 1 0, к третьему мы не добавляем нулей. И далее мы их складываем. Ответ получается верным. Теперь хочу сделать вывод, что чем многозначное число, тем больше шагов для решения примера нам необходимо. Для выявления эффективного способа умножения решили по 5 одинаковых примеров на время. Исходя из этого, выявлены плюсы и минусы каждого способа. Способ столбик, таблица умножения Пифагора. Плюсы. С помощью этого способа можно умножить многозначные числа. Минусы. Данный способ не всем подходит, так как необходимо знать таблицу умножения и уметь ее применять. Новый способ умножения – таблица Оконешникова. Плюсы. Таблицу умножения знать не нужно. Можно умножить многозначные числа на многозначное число, используя наш алгоритм. Минусы. Данный способ не всем подходит, так как нужно хорошо развиваться в авторской таблице Василия Оконешникова. Необходимо при себе иметь таблицу Оконешникова. Эксперимент. Решили проводить на время. Взяли по 5 примеров и решили 2 способами. Получилось в результате сравнительно-сопоставительного анализа собственные результаты исследования выявили, что с помощью таблицы Оконешникова умножение многозначных чисел на многозначное число намного быстрее, чем с помощью таблицы Пифагора. Чем многозначнее число, тем быстрее решается умножение на таблице Оконешникова. Также примеры. Сначала решение столбиком, само решение и время. Далее решение таблицы Оконешникова, решение и время. По той же аналогии решена пример 5. Заключение. Новый альтернативный вариант умножения с помощью таблицы Василия Оконешникова оказался действенным и работает не только на однозначных, но гораздо лучше на многозначных числах. Необходимо знание разрядов и умение сложения чисел. Исходя из этого, с помощью таблицы умножения до 100 провели сравнительно-сопоставительный анализ между таблицей Пифагора и таблицей умножения Оконешникова для выявления наиболее эффективного и быстрого метода умножения многозначных чисел. Спасибо за внимание.